И мы начинаем. Да. Несколько человек уже к нам присоединились. Дадим еще 2-3 минуты, чтобы присоединились все, кто желает, кто сейчас еще технические моменты решает. Ну, я активно тоже в соцсетях народ приглашала на бесплатные мероприятия, рассылала в инициативные группы, с которыми я работаю. Надеюсь, что люди придут, узнают для себя важную, полезную информацию. А вы приглашали ссылку, которую я вам отправила для входа как раз в наше собрание? Нет, я отправляла ссылку, ту, которую мне А прислала регистрацию? в "Контакте", да, что с регистрацией и так далее. То есть я коллегам, ну, у меня другой не было ссылки, была только эта. Просто все, кто у нас был зарегистрирован, я за 15 минут до начала собрания отправила всем ссылку на вход. Все, кто хотел, в принципе, должны были сегодня с нами поучаствовать. Мгм. У нас сейчас 10 человек в комнате виртуальной. Мгм. Начинаем? Да, Или я еще думаю. ждем? Думаю, можно начинать. Я поприветствую тех, кто к нам присоединился. Меня зовут Валентина. Я сотрудник Национальной библиотеки Республики Коми. Мы с вами продолжаем повышать уровень нашей с вами финансовой грамотности. Сегодня у нас вторая встреча. Нам хочется поблагодарить наших партнеров Коми Республиканскую академию государственной службы и управления, а также Центр финансовой грамотности Республики Коми в лице Ружанской Натальи Вячеславовны. Спасибо большое нашим партнерам за организацию сегодняшней встречи. Тема нашего сегодняшнего собрания – как обезопасить себя в условиях кризиса. И в гостях у нас наш бессменный спикер Ольга Андреева. Я сегодня рада вас приветствовать в это весеннее воскресенье. Надеюсь, у вас так же тепло, как и в Сыктывкаре, вы с Волгограда. Ольга – опытный финансовый консультант, тренер личностного роста и преподаватель. Я передаю вам слово. Давайте начнем. Да, спасибо вам за добрые слова. Действительно, у нас очень солнечно, у нас расцвели у меня в саду нарциссы. Я сейчас с удовольствием за ними ухаживала, но прервалась для того, чтобы рассказать важную и нужную, и очень полезную информацию, как защититься от мошенничества разных типов и, ну, вообще методики финансового такого осознанного поведения в период кризиса, да, что делать, чего не делать, на что опираться и о чем предупредить родных, близких, ну и как бы и себе тоже обеспечить безопасность. Я сейчас запущу презентацию, но периодически буду её останавливать для того, чтобы видеть, что вы пишете в чате, потому что я надеюсь, что мы все-таки сможем хотя бы в письменной форме общаться, да, и у нас получится вот такое взаимодействие. Поэтому давайте посмотрим. А, Итак, презентацию. Надеюсь, что ее видно. Видно? Все хорошо, коллеги? Да, все хорошо. Ага, отлично. Итак, сегодня мы с вами поговорим об основах финансовой грамотности. Тема, конечно, очень большая, но я постараюсь быстро тараторя уложиться примерно в 50 минут, 55, для того, чтобы не задерживать вас дольше положенного времени. Почему я? Потому что я финансовый консультант и в течение 4 лет руководила региональным центром финансовой грамотности. Со взрослыми работаю уже более 8 лет, и индивидуально работая, и с педагогами, и со студентами, и с маленькими детишками работаю, поскольку по образованию я педагог, кандидат филологических наук, на данный момент эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности и эксперт ОСИ. У меня есть сайт «Мой финансовый советник», и там мы регулярно с супругом, который тоже финансовый консультант, размещаем информацию в основном вот как раз по финансовой безопасности, о тех ловушках, ошибках, которые могут подстерегать людей на пути решения их финансовых вопросов. Поэтому вы заходите, читайте в разделе «Новости». Мы также представлены в Яндекс.Кью и
ВКонтакте есть группа, и в Одноклассниках есть группа «Финансовая грамотность населения». Заходите, смотрите, пользуйтесь информацией. Итак, о чем мы говорим? О том, что наша финансовая безопасность напрямую зависит от тех решений, которые мы принимаем ежедневно. И если мы эти решения принимаем в торопях, необдуманно, под действием эмоций, каких-то эмоциональных таких всплесков, то чаще всего они влекут за собой потерю средств. Сегодня я хотела бы упомянуть о мошенничестве с банковскими картами, оффлайн, онлайн, рассказать про мошенничество в сфере ЖКХ и вот о поведении в кризисной ситуации. Ну, прежде всего, да, банковская карта. Ну, мы знаем, что есть дебетовые, есть кредитные, да, и практически на руках у населения там от 12 лет уже у каждого практически есть эта карта, мы ей пользуемся. Мы понимаем, что такое дебетовая, да, это от нуля в плюс, да, наша зарплата, наши доходы. Кредитная от нуля в минус. Если мы себе представим такую а, арифметическую линию, да, вот это вот, как это, ось координат, да, от нуля в минус. И, соответственно, за пользование кредитными средствами мы должны платить. Но есть также у нас и карты с овердрафтом. То есть это дебетовая карта, но иногда она позволяет уйти в небольшой кредит. И нужно быть очень внимательным, чтобы заметить этот момент, потому что никаких смс-ок не приходит о том, что вы взяли в кредит денежные средства. И, конечно, нужно вовремя отдавать. Ну вот визуально, как карта выглядит, мы все знаем. А вот правила обращения с картой, собственно говоря, сейчас стараются МВД и средства массовой информации, и региональные центры финансовой грамотности размещать везде. У нас в Волгограде, например, в транспорте висят напоминалки о том, что никому никогда не сообщаем личные данные, что сотрудники финансовых организаций звонят с одного и того же номера, который прописан у вас в договоре, никогда не просят вас позвонить по какому-то новому номеру, никогда не присылают электронные письма с требованием сообщить какие-то данные или их обновить. В любом случае, если банк заинтересован во взаимодействии с вами, вам приходит СМС, то вас просят подойти в ближайшее отделение банка с паспортом для того, чтобы решить конкретный вопрос. В личном вашем присутствии. Никогда по телефону ни на что не настаивают, чтобы сделали что-то немедленно. Естественно, никогда не спрашивают у вас личные данные или пин-код или пароль. При оплате банковской карты смотрите, чтобы карта была все время у вас в поле видимости, да, но сейчас практически везде терминалы, но если, например, вы расплачиваетесь там в кафе или в маленьких магазинчиках, там бывает, что терминал, он так скрыт под панелью, да, вот просите, чтобы как бы сам терминал подняли, чтобы карта была у вас в поле видимости. И, конечно, смотрите на смс-сообщения. Не экономьте, не отключайте смс-оповещения. Это очень важно. У меня дважды была попытка двойного списания средств, и из-за того, что пришла 2 раза смска, я тут же на месте разбиралась с кассой, с продавцом, с менеджером по поводу вот незаконного списания дважды одной и той же суммы. Но если вы смски отключите, то вы увидите, что у вас деньги уменьшились только если зайдете в онлайн-банк, и, соответственно, вам нужно будет идти в банк, брать выписку, справку, потом возвращаться в магазин. Чаще всего люди этого не делают и деньги теряют. В случае утраты карты или если вы находитесь дома и вдруг получаете смски о том, что с вашей карты идут транзакции, какие-то оплаты, самое первое, что вы делаете, это вы звоните по тому номеру, который у вас есть, да, горячий номер банка, он у вас есть на карте с обратной стороны, наверху написан. И очень важно внести этот номер в память вашего телефона. Ну, можно закодировать там банк важно, банк срочно, ой-ой-ой, банк, по-разному, но для того, чтобы у вас номер этот был. Что вы делаете? Вы звоните и сообщаете, что совершаются мошеннические действия с вашей карты. Карту блокируют. А затем вы уже в течение 24 часов обращаетесь в отделение банка, пишите заявление о совершении мошеннических действий, начинаете разбираться, что произошло, как. Если вы лично при разговоре с мошенниками сообщили данные карты, то банк, скорее всего, вам деньги не вернет, потому что это ваши осознанные действия. А вот если вы ничего не сообщали, и банк не сможет доказать, что это ваш, собственно, поступок недальновидный, то тогда денежные средства в 83% случаев возвращаются. Значит, меры безопасности. Вот обратите внимание, пожалуйста, на своих старших членов семьи. Пожилые люди, к сожалению, страдают тем, что у них уменьшается
когнитивные функции, ухудшается память. И чтобы вот не забыть пин-код, они карточку заворачивают в листочек, на котором пин-код написан. Вот, и неоднократно это наблюдала, и вот это, конечно, очень, плохая история. Ну, человек там в магазине что-то замешкался, как-то карточку украли, она прям завернута в бумажку с пин-кодом. Ну, соответственно, мошенники тут же этим воспользуются. Поэтому, а, обязательно это раздельное хранение, да, обязательно чеки. И при изменении ваших актуальных контактных данных, например, замуж вышли, поменяли фамилию, сменили место жительства, сменили номер телефона, к которому вы хотели бы, чтобы приходили смс и так далее, вам нужно актуальные сведения сообщать в банк. Потому что при возникновении спорной ситуации вы приходите, у вас паспорт на другую фамилию. И будет очень сложно выяснить все и решить вопрос, если вы своевременно в банк не сообщили о переменах. Значит, при пользовании банкоматами, обратите внимание, вот такой свежий обман населения. Как он происходит? Вы стоите в очереди небольшой, которая, значит, перед банкоматом образовалась. Предыдущий участник что-то там делает, нажимает, вроде бы как закончил, карточку достал и отошел. Вы подходите к терминалу, да, и я, как обычно, увидел, вставьте карту, введите пин-код. Но дело в том, что предыдущий участник совершал операцию по пополнению мобильного счета, счета мобильного телефона. И чтобы его пополнить, он должен снова приложить карточку и ввести, собственно говоря, пин-код для того, чтобы сумма перечисления произошла. А он отошел. Банкомат ждет в течение 90 секунд, чтобы вы завершили операцию. Соответственно, он отошел, вы в течение там 10 секунд подошли к банкомату, вставили карточку, он распознает это как карту, с которой надо сделать перечисление на конкретный мобильный телефон. И когда вы вводите пин-код, он воспринимает эти 4 цифры как сумму. И благо, если у вас пин-код начинается с единицы, а если он начинается с 5, 6 и так далее, то вы неизвестному человеку отправили 6 тысяч на счет. Согласитесь, весьма и весьма обидно. Поэтому подходите к банкомату, нажимаете кнопку «Отмена», загружается рабочее окно банка, да, то есть вот обычное окошко, которое, значит, и после этого начинаете операцию. Выбираете, какую операцию собираетесь совершить, и начинаете работать со своей картой. Очень бы вам рекомендовала, а, сейчас хочу выйти в чат, да, хотела бы с вами пообщаться и а, посмотреть, действительно ли вот сталкивались вы с такими историями, и пишу вам ссылку на очень хороший сайт, в котором можно посмотреть вот такие мошеннические схемы. Сайт называется «Финансовая культура». Финансовая культура. Это сайт Центрального банка Российской Федерации, и там есть замечательный раздел, который называется «Грабли». Вот так забавно он называется, да, «Финансовая культура», раздел «Грабли». И там представлены все варианты мошенничества. Именно вот как люди пишут на сайт, вот что с ними случилось. И потом сотрудники банка разбирают ситуацию и пишут свои рекомендации, как стоит поступить в том или ином случае. Поэтому очень вам рекомендую обратить внимание на этот портал и пользоваться той информацией, которая для вас бесплатно предоставляется. Ну, продолжим, собственно говоря, работу. А, и а, Следующее, да, вот кибермошенничество. Ну, сейчас огромное количество киберпреступлений зарегистрировано и присылают различные, значит, информационные письма, сообщения, СМС-сообщения, ссылки в социальных сетях и в WhatsApp, в Телеграме, для того, чтобы заразить ваши телефоны вирусами, чтобы этот вирус передавал своему хозяину все данные, когда вы входите в онлайн-банк. Что происходит, да? Либо массовая рассылка писем от настоящего сайта, интернет-магазина с выгодным предложением, с просьбой перейти по ссылке в данный магазин и посмотреть предложение. Рассылка писем от сервисов доставки или почтовых сервисов с уведомлением о месте нахождения купленного товара. Вы переходите по ссылке, попадаете на фальшивый сайт, где вас просят оплатить доставку или там дополнить, там, доплатить, потому что повысилась пошлина. Вы вводите свои банковские данные, и мошенники их крадут.
Подписка на новости. Вот сейчас очень актуальны новости по ковиду-19, по специальной военной операции, которая идет. Люди подписываются и заражают вирусом свой телефон. Ну, естественно, молодые люди часто реагируют на письма, в которых предлагают им пройти опрос и выиграть приз, потому что им очень хочется быть значимыми, очень хочется быть такими добытчиками, в семью принести какую-то добычу, что-то, значит, э, представить как, свою деятельность, поэтому вот они переходят по ссылкам и, к сожалению, вместо приза только расходуют денежные средства. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Если к вам приходит, письмо, например, от госуслуг о том, что вам положена там индексация госуслуга и так далее, обязательно, отдельно входите, да, по своему, не по ссылке переходите, а входите через свой логин и пароль на сайт госуслуг и в разделе уведомления смотрите, есть ли вам подобное уведомление. То есть будьте внимательны, да, с долей критичности, с долей такого критицизма относитесь к информационным письмам. Всегда проверяйте в поле наверху, есть ли там значок закрытого замочка. Это значит, что защищенный сайт. Это очень важная история, которая может вас обезопасить. Ну вот, что происходит с фальшивыми интернет-магазинами. Создается фейковый онлайн-магазин, и на нем начинается торговля, вот, либо с акционными сейчас товарами очень привлекают внимание, те бренды, которые ушли с рынка, вот привлекают внимание при помощи звучащих имен. Торгуют несуществующим товаром по привлекательной цене, мол, если вот у нас акция, а мы вот тут вот, значит, распродаем, магазин закрывается, быстренько распродаем, покупайте пока дешево. Люди любят скидки, люди любят, когда дешево, поэтому они идут, они встречаются в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, они встречаются с рекламой, накручиваются там положительные отзывы, их много, а цены вот какие-то очень-очень низкие. И, соответственно, когда мошенники просят перевести деньги как предоплату за товар, ну вот за такой дешевый мы готовы перевести и, собственно говоря, вводим все свои данные, номер карты, CV-код с обратной стороны, вводим на фальшивом сайте. И, соответственно, буквально через несколько минут, то есть секунд, начинаются списания с карты. То есть они небольшими суммами пытаются выгрести все данные, все денежные средства, которые есть на данной карте. Поэтому, если деньги за покупку перечисляются по номеру телефона или на электронный кошелек, это тоже вас должно насторожить, потому что если пересылается при помощи, вот, например, я на днях покупала там на сайте РЖД билеты, и, соответственно, через защищенную систему мне приходит пароль, подтверждающий, да, мне приходит на мой email чек, полностью товарный чек, там, билет и так далее. Вот это защищенная система, да, то есть если вам без чека, без подтверждения, это должно у вас вызывать недоумение и, по крайней мере, критическое восприятие. Хочу обратить ваше внимание, что если сегодня я называю какие-то компании, банковские организации, не банковские организации, это только для примера, да, чтобы вы почувствовали, ну, как это вообще все работает. Я независимый финансовый консультант, ни с какой финансовой организацией я не связана, какими-либо обязательствами я никого не рекламирую и не продвигаю. Поэтому, ну вот, называю, если организацию, то для того, чтобы был, ну, пример, да. И вот, значит, смотрите, как защититься. Прежде всего, мы смотрим, когда зарегистрирован был этот магазин, как долго он существует, есть ли у него ИНН, ОГРН и другие реквизиты. Значит, если у нас стоимость занижена на порядок, то есть более 30%, у нас это должно вызвать очень большие вопросы. Либо товар поврежден, либо он некачественный, либо вам не собираются его доставлять. Обязательно домен должен быть первого уровня, проще говоря, быть платным. То есть на сайте вот можно узнать http www.wxois.com, узнайте, когда и на кого был зарегистрирован домен. Ну и, конечно, у нас есть сайты типа «Отзывник», и там можно посмотреть отзывы на данный магазин. И, конечно, если мошенники кого-то уже обманули, вы всегда увидите отзывы разного характера. Фишинг, да? Что такое фишинг? Фишинг – это, ну, с английского рыбная ловля, это вас так подсечь. Значит, что происходит при помощи электронных писем, да? Банки сообщают о каких-то изменениях, которые проводятся в системе безопасности, и нужно возобновить информацию по карте.
И для этого нужно прийти, отправить либо ответное письмо, либо пройдя на сайт банка эмитента, по ссылке, которая указана в письме, заполнить соответствующую анкету. Ну, понятно, что ссылка, которая приведет, которая прикреплена к письму, приведет вас не на ресурс банка, а на поддельный сайт, а вы туда, значит, свои личные данные, адрес, банковских карт, там, номер счета и так далее, все дадите. Что происходит у нас во время звонков? Да, вот специально я выйду из презентации, чтобы с вами поговорить по поводу звонков. Да. Вот обратите внимание, пожалуйста, уважаемые слушатели. Значит, здесь мошенники применяют такие средства, как нейролингвистическое программирование. Вот давайте вспомним, ну, новостные блоки, ну, до 24 февраля. Вот просто любой новостной блок, да. Мы смотрим с вами 8-часовые новости, да. 25 минут совершеннейшего трэша. Там взорвали, тут заливают, тут, значит, горит ТЭЦ, там еще что-то. 25 минут, все ужасно. Мы вот такими глазами на все это смотрим. И в конце, значит, последние 2 минуты, а в московском зоопарке медведица родила. И нам какие-нибудь такие вот медвежатки, там такая мимимишечная картинка, да. Вот люди моего возраста и постарше, мы все смотрели с вами «17 мгновений весны». И там Штирлиц говорил, да, что хорошо запоминается первое и последнее предложение, да. Это почему? Это для того, что почему нам дают эту мимимишечную новость в конце, чтобы нас немножко вот этот трэш отпустил, чуть-чуть отпустило. Но почему 25 минут, да, вот этого трэша? Почему в каждой рекламе начинается «У вас перхоть», да, тогда там «У вас черные пятна», тогда мы идем к вам. Почему это происходит? А здесь все зависит от человеческой физиологии. Дело в том, что в подкорковой зоне нашей головы, значит, нашего мозга, 36 зон отвечают за восприятие негативной информации и дают нам реакцию. И всего лишь 12 зон отвечают за восприятие положительной информации и дают нашу реакцию. Соответственно, в рекламе, в новостных блоках нас легче напугать, чтобы получить ответную реакцию. Тем же самым пользуются и мошенники. Напишите, пожалуйста, в чате, да, кто сталкивался с мошенничеством, ну, за последние вот буквально полгода. Да, вот кому звонили. Ваша карта заблокирована. Или скажите, пожалуйста, да, вы вот недавно переводили Кузькину, значит, Федору Владимировичу, да, деньги. Я такая, ну нет, ну вот мне звонили буквально 4 дня назад. Привожу вот совершенно живой пример. Раз вы не совершали, значит, действий, значит, номер вашего личного счета кому-то попал. Я говорю, что такое личный счет? А девушка на том конце провода совершенно молодая, не знаю, лет 18, студенточка, голос такой тоненький. А вы знаете, что существует общий ваш личный счет? Я, значит, такая, да вы что? Вот, уважаемые слушатели, да, не существует личного счета. У вас существует, если вы возьмете справку, распечатку по вашей карте, да, у вас есть корреспондентский счет, это счет банка, да, отделение банка, в котором вы получали, где вы открывали этот счет. И есть расчетный счет, это счет конкретной карты или конкретного счета. Да. Вот у вас в одном банке может быть 5-6 счетов, вы можете их онлайн открывать, вот 2-3 карты, 5-6 счетов и совершенно нормально работать. Личного счета не существует. Это вот уловки мошенников. Его просто, это мы их так называем, да, вот в обиходе. Мой личный счет. На самом деле он либо расчетный, либо корреспондентский. Все, других нет. Дальше она мне говорит, значит, ваш личный счет знают сотрудники банка и сотрудники колл-центра. Я такая, да вы что? А сотрудники-то колл-центра откуда? А вдруг вы позвоните в колл-центр и попросите произвести операцию? Я такая, божечки, да какие дремучие вообще вещи вы мне рассказываете, да? Ну, то есть понятно, что кто-то им писал этот скрипт, вот, по которому они названивают людям. Но суть-то какая? Люди, которые не сталкивались с этой историей, они как реагируют? Они пугаются, да, то есть как, у меня деньги пытаются увести. И тут, значит, эта вот девушка вам говорит, что да, вы знаете, скорее, мы тогда сейчас будем проводить расследование, кто мог передать, значит, данные о вашем личном счете, но для этого я вас сейчас переключу, значит, на сотрудника Центра безопасности Центрального банка, тут я вообще загордилась, то есть мной, скромной личностью будет в период кризиса и санкций заниматься Центробанк. Я просто так загордилась, что тут же трубку и положила. Собственно говоря, что и надо делать, да. Но суть-то какая? Что происходит в нашей физиологии? И почему мы сталкиваемся с тем, что наши родные,
Взрослые люди с образованием, с интеллектом, да, поддаются мошенникам и перечисляют им огромные суммы. Что происходит? Когда начинаются вот эти звонки, и людям сообщают, что они сейчас, прямо сейчас теряют свои деньги, у человека начинается вырабатываться, ну, то есть в кровь поступает гормон стресса, да, и этот гормон стресса, да, провоцирует нас на совершенно инстинктивные реакции. А какие реакции у нас? Я вас, может быть, сильно сейчас удивлю, но мы с вами, вот мы, вот все такие красивые, умные и так далее, мы все с вами млекопитающие. А млекопитающие реагируют на стресс тремя способами. Бей, беги, замри. Да? Но в ситуации, когда у нас воруют деньги, мы явно не хотим замереть. Организм говорит, побежали, надо все спасать. Но мы-то дома с телефоном, да, куда мы побежим? Мы стоим, мы разговариваем. А организм получил сигнал, что вот ситуация стресса, надо бежать. Что он делает? Мы сейчас побежим, думает организм, и он выделяет, надпочечники выделяют адреналин в кровь. Почему, когда приходили в региональный центр финансовой грамотности люди, пострадавшие от действий мошенников, чаще всего, когда мы с ними разговаривали о том, что происходило за вот этот отрезок 10 минут, когда вы перевели и отдали свои деньги и сообщили все свои данные, человек говорит, я не помню. Вот я не помню, что происходило, это 10 минут. Я помню, что у меня сердце вот так колотилось, что я весь красный был, что у меня руки дрожали, и у меня, наверное, давление было, потому что в ушах шумело. И он действительно это ощущал, потому что делает адреналин? Адреналин нам говорит, сейчас побежим, надо накачать кровью ноги, руки. Мы же сейчас двигаться будем. Да, он же не понимает, как это с телефоном. У него в процессе эволюции телефона-то не было. Стресс, побежали. В этот момент он накачивает, он поднимает нам давление очень быстро. Действительно, у людей в ушах шумит, давление поднимается. И что делает организм? Он говорит, нам бежать надо, нам надо отключать все самые энергоемкие органы, те, которые нам могут помешать бежать. Что он нам отключит? Какой орган потребляет энергии больше всего? Он нам вышибает мозг, наш организм. Вы представляете? И примерно 10-15 минут человек ничего вообще, то есть он говорит, но у него критическое мышление не работает, нейронные связи не работают, ничего не работает, у него давление шарашит, он весь красный, у него руки, да, у него деньги сейчас отнимут, и он все мошенникам рассказывает от и до. Когда он приходит к нам в региональный центр, говорит, помогите, ну вот у меня забрали, а банк не хочет возвращать, да что это такое? Мы ему объясняем, что вы же сами это сделали, вы сделали. Он говорит, ну я же невменяемый был. Мы говорим, ну это надо было, чтобы именно в этот момент рядом с вами находился врач, он фиксировал, что у вас зрачки расширены, давление, что у вас гипертонический криз и так далее. И тогда мы бы через полицию, да, могли бы зафиксировать, что вы находились в состоянии неадекватном, и тогда бы мы в банк там, через полицию оспаривания могли бы что-то сказать. Но поскольку всего этого не было, по факту банк говорит, ну вы сами рассказали, вот кто виноват? Пойдемте к зеркалу, мы вам покажем, кто виноват. Поэтому в ситуации, когда вам звонят, когда вам говорят, что вот сейчас прям вот ай-яй-яй, да, что мы делаем? Первое, мы вспоминаем Карлсона, который говорил, спокойствие, только спокойствие. Что нам нужно? Нам нужно начинать двигаться. Мы начинаем ходить по комнате. Да? Адреналин дал нам, мы это выхаживаем, то есть не сидим, начинаем двигаться, да? Дышим глубоко и ровно. Как только слышим про службу безопасности банка и так далее, кладем трубку, вытаскиваем карточку, смотрим номер на карточке, бесплатный номер, по которому можно звонить, и начинаем названивать туда и говорим, вот знаете, вот у меня такая ситуация. Если это Сбербанк, то по номеру 900 вы можете звонить. Ну, другой любой банк по любому другому номеру. Понятно? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией звонков? Пишите, коллеги, буду очень рада, если польза была. Но возвращаемся к нашей презентации. Это я ее отключила специально, чтобы вас увидеть и вам это все рассказать. Сейчас продолжим. Да? Соответственно, не позволяем мошенникам пользоваться нашей растерянностью и пользоваться вот нашей физиологией. Да? Идем напролом. Да? Позвонили, вы говорите, хорошо, хорошо, я сейчас в банк перезвоню. Кладем трубочку. Да, банки и платежные системы никогда не звонят на телефоны своих клиентов с какого-то номера, вот, который сотовый, да, там
8 989 и так далее, да, у них всегда короткие номера. И либо это обратный звонок, который вы заказали, вот вы там работали в онлайн-банкинге, у вас что-то не получилось, вы заказываете обратный звонок. Вы знаете, что вы его заказали. А вот так спонтанно банки никогда не звонят. Не для того, чтобы рассказать, как достать деньги из-под санкций, не для того, чтобы пригласить вас купить валюту по низкой цене и так далее. Да, будьте как бы здравомыслящими людьми. Поэтому вот социальная инженерия – это все-таки вот совокупность психологических приемов и социологических приемов, чего мы боимся для того, чтобы воспользоваться вашими деньгами. Ну вот я вам небольшой тестик такой приготовила. Значит, вот у вас зазвонил телефон. Здравствуйте, это отдел финансового мониторинга банка X. Меня зовут Алексей Смирнов, главный специалист отдела бу-бу-бу-бу-бу. Да, что мы делаем в этот момент? Да, мы понимаем, что, собственно, из банка специалисты финансового мониторинга не звонят. Значит, положу трубку, это мошенник. Алексей, ну, если уж мы заинтересовались, такие, о, служба финансового мониторинга, мной заинтересовался, давайте поговорим. Хорошо, Алексей говорит, что нужно подтвердить операцию, которая проводится сейчас по вашей карте. Окей, если вы дома у компьютера входите в онлайн-банк, если с телефона, да, вставите громкую связь и тоже входите, смотрите, да, ну, можно посмотреть, просто смски были или нет. Лучше в онлайн-банк с телефона в этот момент не входить. Да, ну тоже, значит, подтверждаем, не подтверждаем. Алексей объясняет, что есть операция на сумму 10 тысяч рублей в магазине «Озон». Если это не ваша покупка, мы можем вернуть деньги на счет. Для этого нам нужно сообщить полный номер карты и код из СМС, который вам сейчас придет из банка. Что это такое? Мошенники, зная ваше ФИО, зная ваш номер телефона, получая от вас полный номер карты, дают в банк заявку о смене номера телефона, который прикреплен к карте. И в ответ на смену номера, на старый номер, приходит СМС, который дает возможность сменить номер прикрепленный. Таким образом, ваш онлайн-банк, если вы это СМС переведете и сообщите, ваш онлайн-банк попадет в руки мошенников. И это очень опасно, потому что они заберут деньги не только с ваших дебетовых карт, но если у вас там прикреплены кредитные карты, они выкачают и их. А поскольку данные вы сообщили сами, то банк вас обяжет эти кредитные средства вернуть. То есть свои вы потеряли, поплакали и ладно, а кредитные придется возвращать, да еще и с процентной ставкой. Вы понимаете? Это очень серьезная история. И она очень обидная, когда люди приходят и плачут, и говорят, что я не могу, у меня даже платежи я не могу погасить и так далее, и доходит до банкротства физического лица. Это очень серьезная процедура, она серьезная очень и эмоционально, и финансово, и долгая по времени, и она закрывает многие пути для людей, в дальнейшем, поэтому не доводите до такого. Значит, вот разные телефонные мошенничества, какие бывают. Ну, вот друг, родственник, молодые люди очень часто реагируют на просьбы одолжить в социальных сетях, тоже поговорите со своими детьми, с подростками о том, что сейчас активизируются мошенники. Если просит друг, то либо окольными путями через других друзей узнавайте, приходили ли к ним такие сообщения, либо дозванивайтесь напрямую человеку и спрашивайте, эй, что происходит, тебе действительно деньги нужны? Эй, там, как давай встретимся в колледже, там, я тебе так отдам наличкой, да, если действительно надо. Но чаще всего мы слышим от человека, что он ничего не просил и никого ни о чем не просит. Ну вот смотрите, да, ошибочный перевод денег. Светлане пришла СМС о поступлении на карту 5000 рублей, а через час позвонила Елена, мать троих детей, попросила вернуть деньги, которые ее муж перевел Светлане по ошибке. Но при этом деньги она просит вернуть не на тот номер, с которого пришли, а на свою карту или на карту мужа. Значит, что мы делаем? Во-первых, не надо рассматривать эти денежные средства, если они действительно к вам поступили, а чаще всего это ложные СМС, и вы переведете свои деньги, рассматривать как деньги, которые боженька послал мне на новые туфли. Ну нет, да, отвечать все равно придется, потому что чаще всего это мошенники ваш номер дали для потенциальной жертвы. И если вы этими деньгами воспользуетесь, а потом они с вашей помощью пытаются вывести к себе, то вы становитесь членом вот мошеннической цепочки, а это вообще-то уголовно наказуемая история. Поэтому все, что вам нужно, это сообщить в банк об ошибочной транзакции и попросить деньги вернуть на тот счет, с которого они пришли. Все, больше никаких действий других не надо. То есть в банк вы сообщаете об ошибочно зачисленных денежных средствах и просите отменить данную транзакцию, вернуть деньги на тот счет, с которого они были переведены. Указываете конкретную транзакцию, да, вот на нее, и банк уже сам разбирается, не вы.
Собственно, хотелось бы упомянуть о мошенничестве в сфере ЖКХ. Что происходит? Подходите вы к своему подъезду, а на подъезде висит, значит, такое объявление повторное о том, что в вашем районе проводится, значит, метрологическая проверка счетчиков горячей и холодной воды. А вы, значит, пропустили первичное оповещение, уже вот в последние дни все вместе должны, значит, прямо сейчас коллективная поверка счетчиков, номер, по которому нужно записываться, да, вот, и так далее. Ну вот давайте будем здравомыслящими людьми, да. Вы в подъезде проживаете, ну, условно говоря, пятиэтажный дом, да, на каждом этаже 4 квартиры. Вы установили счетчики 2 года назад, соседи 2 недели назад. Какая у вас может быть коллективная поверка счетчиков? У каждого свой срок. Вот как выглядит ваша платежка, да, и на платежке у вас есть счетчик, номер, показания, расход, и там внизу сразу написано счет, срок поверки, когда он истекает. Ответственность за проведение поверки несете вы. Это ваш счетчик в вашем помещении. Вы собственник. Значит, со стороны никто не приходит там, вот мэрия указала, нужно сделать всем коллективную поверку. Быть такого не может. Вы лично вызываете, сейчас, секундочку, вот, вы лично вызываете из конкретной фирмы, которая чаще всего указана либо на вашем горводоканал, он указывает те организации, которые аффилированы, потому что поверкой счетчика занимается множество организаций, и может случиться так, что вы в квартиру пустите вот по данному объявлению людей, вы заплатите за поверку, вы приносите этот листочек поверки в свою управляющую компанию, она говорит, а мы от этой организации не принимаем поверку. Ну и что вы заплатили? Ну, мало ли кого, кто там ходит по подъездам. На сайте вот есть, значит, организации перечисленные, которым можно доверять и которые осуществляют поверку, которые вы приносите документы, мы, значит, проверяем. Это первая история. Вторая история. Что делают? Особенно с пожилыми людьми. Чаще всего счетчики смотрят и на кухне, и в ванне с туалетом. Приходят 2 человека, и пока один идет на кухню вместе с доверчивой бабулей, да, показывает, что у вас тут с водой, а напор, а что, второй отрывает пломбы со счетчиков. И потом бабуле предъявляют: "А что же у вас тут счетчики-то не запломбированные, бабуль? Когда у вас был последний поверка? 3 года назад? Ой, это мы вам щас за 3 года штраф насчитаем. По общему нормативу это вы заплатите еще 240 тысяч за воду, а еще штраф 25 тысяч". Бабуля в совершеннейшем шоке, начинает рыдать: "Как так? У меня все было в порядке". Они говорят: "Ну вот, смотрите, вот видите, вот проволочки-то торчат". И потом что делают? Человек рыдает, человек в стрессе, он не понимает, у него адреналин, у него шарашит давление. Они ему говорят: "Ну, вы такой человек хороший, да еще пожилой. Давайте так, давайте мы договоримся. Вот вы нам 10 тысяч даете, мы при вас это, значит, рвем, вот эту всю штуку, а вы, значит, слесарей вызываете из вашего ЖЭКа, они вам запломбируют". Человек не понимает, что это вообще невозможно сделать, что слесаря из ЖЭКа не пломбируют счетчики, да, отдают за замену либо счетчиков, либо, значит, за мы вам сейчас пломбочку прикрутим, да, отдают деньги, не получают на руки никаких документов, кому они деньги отдали. И потом они приходят в региональный центр финансовой грамотности и говорят: "Помогите нам найти этих мошенников". Мы говорим: "А как? Где документы? Чек, договор, кто вам осуществлял работы, кто вам ставил новые счетчики, которые вот так теперь плохо работают и так далее. Чем вы недовольны?" Они говорят: "Ну вот они счетчик оставили, и вот бумажка, гарантия от завода". Я говорю: "Завод-то за что предъявлять? Он выпустил счетчик, он не виноват. Чек где? Вы кому деньги отдали?" "А они чек не дали". Ну, здрасте. Да, вспоминается замечательный мультфильм, который озвучивал, Табаков, который говорил: "Ну, поздравляю, Шарик, ты балбес". Да, вот что мы с этим можем сделать? Ничего, вот так и есть. Что еще? Установка сигнализации загазованности. Да, после того, как во многих городах России прозвучали взрывы, связанные с неправильным использованием газового оборудования, во многих городах вышли определенные решения губернатора и местных властей о том, чтобы осуществлять периодическую проверку. Но проверка осуществляется на вводе в дом, да, никто не ходит по квартирам. И чаще всего вам предлагают купить такую пищалку, которая прикрепляется, значит, рядом с трубой газовой, либо на липучку, либо, значит, на крючочек вешается, и она, значит, при запахах газа, она, значит, пищит. И она вас оповестит, если у вас утечка газа. Да, ну вот в целом эти приборы стоят 230-240 рублей на сайте, ну, может, сейчас 300, да, продают их от 5000 до 10, говоря о том, что это устройство радиосигнал посылает на пульт газовой, значит, службы,
и служба вам, к вам сразу выезжает. Наивные люди в это верят. Ну, это совершеннейший бред, во-первых. Во-вторых, я вам хочу сказать, что если эта штуковина подключена к электрическим сетям, она очень сильно реагирует на скачки электричества. То есть в ноябре, феврале и марте, когда у нас сильные ветра и раскачиваются провода, она у вас будет пищать безостановочно. Если она на батарейках, то жарите вы котлетки, подняли, значит, крышечку со сковородки, запах жах, она орет. Вы не понимаете, что происходит, почему она орет. Рыбочку жарите, крышечку сняли, варите картошку. Запах сильный, пар идет, она снова орет. То есть вот это такая штука, которой можно пожилых людей вообще до инфаркта довести на самом деле, потому что пищит она пронзительно, а по какому поводу ничего не объясняет, да. Поэтому если хотите купить сигнализатор загазованности, пожалуйста, идите в специализированный магазин, в интернете смотрите, где их продают, и покупайте сами по нормальным ценам. Но 300 рублей – это не то, что 10 тысяч. А эти мошенники, они ходят по квартирам. Их ходят когда? Они ходят в рабочее время. Они ходят с 10 до 5 вечера. Когда дома находятся либо пожилые ваши родители, либо несовершеннолетние дети, либо мамочки в декрете. Собственно говоря, вот у них круг лиц, которые они собираются обмануть. Да? Мамочка, она может быть интеллигентная и очень образованная, но она настолько замотана, она настолько уставшая и не выспавшаяся, что она на это тоже реагирует. Но пожилых людей обмануть легче, потому что у них с возрастом снижается критическое восприятие, когнитивные функции мозга хуже работают, память ухудшается, и вот эта критичность восприятия, к сожалению. Поэтому мой совет, пожалуйста, обращайте внимание на поведение ваших пожилых родственников, сообщайте о том, что вот по подъезду никто не может ходить, чего-то стучать, выпишите на листок. Я даже, знаете, такой чек-лист себе сделала на очные мероприятия, приношу участникам, и туда, значит, на этот листочек мы вносим. Сейчас вот я выйду. Что мы вносим? Да, звонили, сталкивались. Вот, знаете, что я внесла на этот листочек? Я вот не знаю, здесь можно его присоединить? Документ нельзя присоединить. Ну, в общем, там у меня, значит, построфно участковый на данном участке. Дальше, значит, служба газа, служба, управляющая компания данного дома, который относится, да, техник или мастер ЖЭКа, который можно вызвать, если вода хлещет и так далее, да, аварийки. И, значит, предупреждаем, что по подъезду, да, кто бы что бы ни предлагал, пожалуйста, да, сначала позвони мне. Или, да, если говорят, что там проверка во всех квартирах, пожалуйста, позвони по этому номеру, мастер ЖЭКа, да, и мы спрашиваем, сегодня по подъездам кого-то отправляли, ну, например, дымоходы проверяют сотрудники ЖЭКа, да, как вот вытяжная система работает. И они на подъезде ЖЭК пишут, что вот, или там ТСЖ, или ТОС, да, которые у вас дома организованы, они пишут, что вот сегодня будет проходить, будут сотрудники. Даже иногда пишут, как сотрудников зовут, потому что люди опасаются и не пускают, да, ну вот это делается. То есть это важная история, которая, собственно говоря, необходимо уделять внимание. Так, что у нас осталось? Остались у нас, значит, проверка качества воды, но это вот тоже в квартире мошенники предлагают проверить качество воды. Форму можно купить сейчас свободно, да, ее не выдают в службах, а можно ее совершенно спокойно купить в специализированных магазинах, поэтому действительно они одеты в форму, они очень быстро показывают какое-то удостоверение непонятное, да. А в квартире проводят такой эксперимент, наливают воду из-под крана в емкость, опускают, значит, прибор, вода сразу становится совершенно жуткого цвета, ржавые какие-то хлопья в ней оседают. Вот. А потом они показывают воду вот через наш фильтр, посмотрите, кристальная, пить можно, прям как из Байкала, и вообще прелесть, что такое, да. И таким образом мотивируют установить фильтр. Ну, во-первых, за установку прибора просят очень серьезные деньги, потому что фильтр на самом деле стоит не так дорого. И уговаривают купить в кредит. А кредит оформляются через микрофинансовую организацию, соответственно, вы понимаете, какие там проценты. И по правилам торговли деньги за фильтр вернуть так же, как за лекарство и нижнее белье, нельзя. Потому что вернуть фильтр нельзя, если вы его включали, то все, он использован. Поэтому если вы хотите чистую воду, пожалуйста, есть промышленные фильтры, есть фильтры в магазинах продается многоступенчатые, но в конце концов пожилым родственникам покупайте вот фильтр-кувшин, да. Налили воду, она отфильтровалась, пожалуйста, на ней кипятите, готовьте еду, ну, а руки уже мы просто моем из-под крана. Значит, вот мы такую памятку я составила, да. Ну, во-первых, смотрим на своих платежных документах, которые приходят нам каждый месяц, когда истекает срок поверки счетчиков воды и электричества, и выносим это, если в этом году, прямо на календарь себе ручкой пишем, в такой-то день
не забыть вызвать, значит, ребят для поверки. Ну, естественно, хотя бы за 2 недели до, потому что поверка часто бывает, что очень загружены сотрудники, и они отодвигают, и потом начинается: у вас срок поверки прошел, штраф платите, да, то есть чуть-чуть заранее. Счетчики проверяет метрологическая компания с государственной аккредитацией. Ремонтом и содержанием газовых приборов занимаются сотрудники той компании, которая заключила договор с администрацией с вами. У вас у всех есть договора на обслуживание газовой аппаратуры. Поэтому если у вас что-то где-то там сифонит или знаки, или звуки какие-то выдает газовый прибор, анализатор, вы звоните по тем номерам, которые указаны в вашем договоре с той фирмой, с которой у вас оплата происходит ежегодно. Они приходят, проверяют ваши газовые приборы. Качеством воды в вашей компании могут интересоваться, в вашей квартире могут интересоваться только две организации: Горводоканал и управляющая компания. Но они качество воды проверяют на входе в дом, они по квартирам не ходят. Только если вы, например, летом было отключение воды горячей, холодной, потом включение произошло, и там 5 дней к вам ржавая вода идет, и вы сами вызвали. Вот если вы сами вызвали, тогда понятно, что они придут. Все остальные, к сожалению, это, скорее всего, мошенничество. В любом случае у вас рядом где-то на холодильнике, на входе в дом, рядом с входной дверью, на ней магнитиками примагнитьте листочки, где написано управляющая компания, основные телефоны, как к ним дозвониться и выяснить, кто сегодня ходит по нашим подъездам, чего спрашивают, зачем. Очередное мошенничество во всех соцсетях, по Первому каналу мелькало о том, что «Газпром» распродает, значит, ресурсы и отдает каждому деньги. Ну, давайте будем адекватными людьми. В ситуации кризиса и вообще ресурсы страны, да, они принадлежат каждому. Да, используют они фразу Путина, которую он сказал в 2013 году в одном из интервью, что да, ресурсы страны принадлежат народу, но управляют этими ресурсами государство. Поэтому ничего такого, чтобы вот прям распродавали наши ресурсы и раздавали народу, быть просто не может. Давайте будем адекватными людьми. И переходить на сайт и платить, значит, там 1200-3000 рублей за оформление документов, по которым вам положено 120 тысяч, увы, нет. Вы просто отдаете непонятно кому 3000 рублей. Вот просто, и все. Это, естественно, ну, как бы это мошенничество, ну, просто оно такого охвата национального уровня, да, то есть, ну, просто феноменально. Ну, вот в данном случае эти объявления, да, солидная компания «Газпром» украсила свой пресс-релиз зелеными строчками. Ну, то есть очень много таких примет, что это вся ложная история, и нет такой компании, и номер лицензии ни в одном реестре нет, поэтому вот проверяем все. Ну, дальше, да, в ситуации кризиса. Ну, давайте с вами понимать, что кризис – явление системное. Он появляется, приходит и уходит примерно каждые 7-8 лет. И уже давно довольно-таки говорили о том, что весь мир сейчас из-за пандемии будет погружаться в кризис. Да, у нас ситуация ухудшится из-за специальной военной операции, тех санкций очень жестких, которые против нас ввели. Но, собственно, не впервой, товарищи, выдержим, да. Прежде всего, что мы делаем? Мы, ну, смотрим на людей, которые рядом с нами. Понятно, что мы все захвачены информационной волной, и от этого уровень стресса, и уровень панических настроений, и паника, чего делать, куда бежать, что же такое вот, да. Ну, вот говорим себе правду. Будет ли жизнь беднее? Да, какое-то время будет сложно. Будет цены выше, жизнь сложнее? Да. Но стоит ли из-за этого сжигать оставшиеся нервные клетки? Ну, нет. Ну нет. Что мы делаем, да? Мы вспоминаем свою миссию, свое призвание. Кто-то учит детей, кто-то водит машину, кто-то чинит машины, кто-то роет каналы, кто-то сажает лук и репку. Пожалуйста, делаем качественно и ответственно свое дело. И что мы еще делаем, да? Мы думаем. Вот иероглиф «кризис» на китайском содержит два иероглифа – опасность и возможность. И мы думаем, какие возможности дает нам этот кризис, да? Что мы можем сделать? Вот посмотрите периодичность кризисов. Да, вот самый у нас сложный был 2008 года, 2014 года. Ну, сейчас, возможно, мы опустимся до кризиса 98 года. Ну, пережили и не еще один переживем. Ну, что теперь делать? Бежать из страны нет вариантов. Как пережить финансовый кризис? Прежде всего, избегать новых кредитов. Сейчас кредитные обязательства будет очень сложно выполнить. Очень многие компании будут проводить сокращения. Либо, ну вот сами посмотрите, как мы с вами получаем заработную плату, если работаем, ну, на бюджет или на какую-то компанию, да? У нас половина заработной платы – это оклад, а половина – это премии. И
И, конечно, многие организации будут урезать именно премии, но оставлять оклад. И если у вас кредитные обязательства, тем более если они по объему, да, вот от дохода отнимают 25-30%, то когда ваш доход будет 50% от нынешнего, вы не сможете жить и гасить кредит. Поэтому не берите новых кредитов. И сейчас очень важно подумать, как быстрее уменьшить те, которые есть, особенно если у вас кредитка скрыта. Потому что если у нас по среднему по кредитам потребительским там 16-18% кредитные обязательства, то кредитные карты от 24 до 30% в месяц. Поэтому это серьезные обязательства. Мы привыкли, что это просто карты, там такие легко общаться и обращаться. Но на самом деле это серьезные кредитные обязательства, с которыми нужно а, быстро распрощаться. Конечно, никуда сейчас не инвестируем, наблюдаем за рынком. Доллары есть, не тратим, не переводим. Тем более сейчас произошел обратный скачок. Да, они стоили 150, но сейчас они стоят опять около 80, да, то есть сейчас нет смысла их ни покупать, ни продавать. Мы просто наблюдаем за рынком. Да, сейчас биржа начала работать, но работа очень хаотичная. Цены и акции скачут. Мы еще не знаем, какие организации будут закрываться. Будут очень большие промышленные гиганты страдать от санкций и закрываться. Естественно, вы вложитесь в акции, которые превратятся в бумагу к сентябрю. Может превратиться в все, вот, ну, любые. Металлургические компании, угледобывающие, нефтедобывающие компании, потому что пока новые пути, как переориентировать логистику выстроить, проложить новые трубопроводы и все остальное, да. Просто спокойно наблюдаем, читаем новости, анализируем. Инвестируем только в низкорисковые активы, в облигации либо в акции, в которые вы уверены. Избегаем ловушек мошенников. Сейчас потерять свои средства было бы очень обидно и очень тяжело. Что я рекомендую гражданам? Писать планы на все варианты развития событий. Пишем планы и рисковые позиции, да. Вот что делаем в первую очередь, во вторую, в третью. Когда есть план, есть логика действий, нет хаотичности движения. Вот прописали план, все остается как есть. У меня есть работа, я выплачиваю кредиты, ребенок едет на каникулах в лагерь, там, мы там в августе едем все, не знаю, к бабушке. Ну, не поедем на море, там сейчас близко слишком военные действия, да, поедем, не знаю, за Урал, посмотрим Екатеринбург, прекрасный город, да, условно говоря. Вот у вас первый план, все хорошо. Второй план. Мой доход сокращается, муж теряет работу, да. Что делаем? Есть ли у нас подушка финансовой безопасности? Как мы можем с продуктами выкрутиться дешевле? Есть ли у нас дачный участок? Что мы можем сдать в аренду? Гараж можем сдать в аренду? Машиноместо можем сдать в аренду? Квартиру можем сдать в аренду? Дачу можем сдать в аренду? Это, кстати, будет очень востребованная история в ближайшие 2 года. Дачи в аренду будут многие брать для того, чтобы прожить, посадить, прокормиться и вообще просто отвлечься, переключить мозг с информационного потока на то, чтобы я копаюсь, вот я посадил, оно выросло, я это съем. Вот 2 часа человек вот занят только посадками, да. Третий вариант, да, всеобщая мобилизация. Мужчины уходят. Как я буду выживать? Кого я могу переселить к себе? Что мы можем делать с освободившимся жильем? Сдавать, не сдавать? Как нам прожить? Где дополнительные заработки? Куда детей отправить на лето или вообще там в целом? Вот когда у вас есть план, есть четкий последовательность действий, есть понимание, что мы делаем, и есть чек-лист рисков. Что это такое? Чек-лист рисков. Мы приводим в порядок документы и дела. Вот это очень полезная история не только в кризисные ситуации. Да, уезжаете куда-то, собрали все документы в конкретной папочке, конкретному родному человеку сообщили: вот это все лежит здесь. У нас есть страховки такие-то, такие-то. Вот страховка на квартиру, вот наша личная, вот на машину, если мы едем на транспорте, да. У нас есть там счета там-то, там-то, там-то. Мы все, извините меня, под Богом ходим. Всякое может случиться, да. Чек-лист критического дня – это перечень информации о вас. При этом она не всегда относится к финансам, но так или иначе влияет на то, как быстро и просто ваши родственники получат необходимую информацию. Там в запечатанном, может быть, конверте где-то, да, вот написано, где лежат все ваши там пароли, все ваши там данные, как зайти на компьютер и так далее. То есть если что-то со мной, то вот здесь ты найдешь информацию, вот здесь ты можешь про меня прочитать, вот там у такого нотариуса мое завещание, вот здесь мои страховки, там дети поручаются тому-то, тому-то и так далее. Да? То есть вот сейчас это очень важная история. Это не завещание.
Завещание – это отдельная история, которую, в общем-то, любому человеку, у которого есть имущество, и дети, прежде всего, завещание, да, и дети, да, обязательно должно быть. То, что вы составите завещание, никак не позовет к вам тетушку смерть. Никак. Вот я вас уверяю. Но серьезные, адекватные люди это делают. И сейчас это нужно сделать. И чек-лист рисков составить для того, чтобы понимать, да, если со мной что-то, то ситуация будет проконтролирована. Им не придется бегать вот в таком вот состоянии, трагичном и ужасном, не понимая, что делать, где деньги, где твои счета, где твои карты, где ты вообще работал, кому сообщить о том, что ты на работу не придешь, или если ты в больнице, долговременной болезни и так далее. А тут все есть, все перечислено. Эта ситуация, обращаешься к этому, позвони вот этому, сообщи вот этому, счета там-то, завещание тут-то, страховки такие-то, детей я договорилась, если что, присмотрит такой-то человек. В конце концов, напишите, как вы хотите, чтобы с вами, с вашим телом поступили. Я много сейчас, вот, к сожалению, в ковид сталкивалась с ситуациями, когда люди даже не знают, он крещеный, не крещеный, отпевать, не отпевать, что вообще с ним делать. Ну вот просто ситуации такие были. Поэтому наведите порядок в делах, сосредоточьтесь на этом. Мы сейчас не можем с вами поправить дела в стране, в своем городе. Да? Поправим свои дела, займемся своими делами, выполняем свою миссию, качественно свою работу и приводим дела в порядок. Что делаем? Формируем подушку безопасности. Смотрим, какие у нас счета, активы, кладовки, продукты, накопления, что. Приводим соотношение кредитных обязательств так, чтобы они не превышали 30% совокупного дохода. Снижаем кредитную нагрузку. Смотрим, какие расходы можем урезать. Ищем источники дополнительного дохода. Финансовый резерв, да, это финансовая подушка безопасности. Это запас денежных средств, достаточный для проживания семьи в обычном режиме в течение 3-6 месяцев. Если вы потеряли работу, долговременная болезнь, там, ищете работу, сокращение доходов и так далее. Эти деньги мы храним на крайний случай. Это вот те самые на черный день. Эти деньги используются в случае, если происходят кризисные события. Они не тратятся на ремонт или на поездку в отпуск. Это кризисные моменты, прям серьезные ситуации, в которые этот запас денежных средств вас должен выручить. Но вот это одно из направлений накоплений, да, одно из первых. Мы не копим на ремонт и поездку, мы копим финансовую подушку безопасности, чтобы она была. Да? Решаем, зачем вам нужен финансовый резерв, какой размер. То есть мы должны знать, какой размер наших расходов в месяц, чтобы посчитать 3-5 циклов расходов. Да? Ну, условно, семья из там 4 человек, 2 взрослых, 2 детей, тратят примерно 50 тысяч в месяц на проживание, проезд, оплату дополнительных занятий детей, одежду, обувь и так далее. В среднем. В нецентральных городах, да, в среднем. Это я сейчас так. Значит, нам нужно с вами от 150 до 250 тысяч иметь в резерве. Для того, чтобы в критической ситуации семья могла протянуть. Поэтому, да, начинаем копить. Думаем, какой процент от дохода мы можем откладывать в финансовый резерв и регулярно, каждый месяц при поступлении дохода. Не тогда, когда в конце месяца, ну, осталось, перечислим, да. Вот пришли деньги, мы сразу конкретную сумму на финансовый резерв переводим. Ну, принципы накопления непонятны. Регулярность, дисциплина, сразу, как только получаем доход. Можем сделать это автоматически, присоединить копилку. Единственное, что в основных банках копилка, она очень маленький процент дает. То есть она там в течение месяца все деньги, которые поступают на счет, она копилка там по 3% забирает. В конце месяца мы эти вот накопленные деньги в копилку переводим уже на нормальный счет. Посмотрите, сейчас банки снизят сейчас размеры процентных ставок по вкладам, но вот кто успел, тот положил под 21, под 19,6%, да, хоть чуть-чуть отбить инфляцию. На данный момент инфляция фиксируется в размере 16,7%, но прогнозируется до конца года 24%. Понимаете, да? То есть если вы эти деньги дома храните, то четверть этих денег сожрет невидимая тварь под именем инфляция. Просто незаметненько. Ням-ням-ням и все. Ну, собственно говоря, ключевые выводы. Финансовые кризисы случаются с определенной периодичностью. К нему можно подготовиться, обеспечить финансовую безопасность семьи, финансовый резерв, подобрать для себя, накопить, понимать, что делать в кризис, не психовать, не паниковать, действовать осознанно и разбираться со своими обязательствами, кредитными, документными, рабочими обязательствами,
приводить в порядок все документы, сделать чек-лист рисков, описать все, подумать все обо всем, понять, кому бы вы могли доверить, своих детей, своих родителей, как выкручиваться из ситуации. Это серьезные моменты, о которых стоит задуматься взрослым, серьезным людям. Ну вот на сегодня, в принципе, я все рассказала. Если у вас есть вопросы, у нас есть еще пару минут, на которых я могу ответить, вот, и прокомментировать, может быть, какие-то ваши выводы по сегодняшней встрече. Было ли вам полезно? Было ли вам интересно? Что-то новое вы узнали или нет? Вот, я была бы рада, если бы вы мне ответили. Наверняка информация была настолько исчерпывающей, что у всех в головах все разложилось по полочкам. Пишут, что все очень доступно и интересно. Да, действительно, большое спасибо, потому что все было понятно. Ну вот, может быть, я тут немножко эмоциональна, на самом деле, да, это тема, которая очень-очень важна, и сейчас много обращений, несмотря на то, что я уже не руковожу региональным центром финансовой грамотности, но телефон разрывается. А, вот в банке кубышка, да, ее съест инфляция. Да, если у вас есть финансовая подушка безопасности, сейчас все нужно распределить так: 20% хранится дома на случай ой-ой-ой, да, что-то быстро как-то, все остальное в банк под процент. Вы можете вклад выбрать пополняемый, вы можете вклад выбрать, там срочный на 2 месяца. Сейчас банки не заключают долгие вклады, максимум 2-3 месяца предлагают, потому что сами не понимают, как будет развиваться ситуация. Поэтому вот может быть. Металлические счета или иные способы пассивного дохода, вы знаете, это отдельная, встреча, которая не пятиминутная, я вам сразу уверяю. Но если вы хотите получить, рекомендацию, в "Телеграме" есть, как это называется теперь, как группа, да, или канал "Финтолк", да, и "Финкульт". Вот присоединяйтесь к каналу, и там специалисты. Вот, недавно было выступление Николая Иосифовича Берзона, вы сможете там это увидеть, посмотреть. Экономисты с, огромным опытом, они рассказывают, что надо делать в плане инвестирования, сохранения средств. Вот, поэтому я вот не возьмусь сейчас, это отдельная тема, к которой надо очень серьезно готовиться. Поэтому я, вам рекомендую просто вот присоединиться к группам и смотреть то, что появляется. Вот "Финтолк" и "Финзош". Это вот как раз сайты финансового, Минфина России, НИФИ, научно-исследовательского финансового института, и как раз, Центрального банка. Они там дают очень обоснованную, очень качественную информацию, которой можно доверять. То есть вот в этом плане как бы нужно, профессионалами работать. Вот. Я не инвестиционный консультант, я финансовый консультант. Я помогаю людям разбираться с семейными финансами, с личными финансами. А по инвестициям я все-таки отправляю к профессионалам финансового рынка, потому что это сложная сфера, в которой мне разобраться вот прям досконально пока не удалось. Я очень скромный инвестор, я в основном, значит, вкладываю в образование, в недвижимость и в будущее своих детей. Вот я как заботливая мама троих детей, я все-таки вот про них думаю больше сейчас. Вот. Ну, я бы сказала, что сейчас, если у вас есть свободные средства, лучше всего их направить, на то, чтобы проверить здоровье, а, поправить со всех сторон, да, потому что предстоят сложные времена, и многие вещи могут посыпаться. Если есть транспортное средство, то максимально все починить, проверить, подкрутить, потому что потом будут проблемы с, всякими детальками. И если есть средства, направлять их на свое обучение или переобучение. То есть в кризисные времена, одни и те же, вот причем я смотрела рекомендации 2008 года, 2014 года, рекомендации одни и те же. В кризисные времена вкладывайте в здоровье и в образование. Все это потом вам очень пригодится. Либо поменять квалификацию, либо докрутить квалификацию, чтобы быть востребованным на рынке труда, либо получить дополнительные возможности для дохода, и иметь, запас здоровья для того, чтобы прожить вот этот наш сложный период. Всем желаю крепкого здоровья, спокойствия, осознанности в общении с мошенниками, да, долю юмора, вот. Ну и поменьше смотрите телевизор, я вас умоляю. Это невозможно совершенно пережить, когда вот такой информационный поток. Отвлекайтесь. На улице все цветет, растет. Пойдемте любоваться.
Большое спасибо, Ольга Сергеевна. Было очень приятно присутствовать на очередной нашей встрече. Я напоминаю тем участникам, которые у нас были от начала и до конца, что на те электронные адреса, которые вы использовали для того, чтобы зайти в нашу комнату, на наш вебинар, мы в понедельник, максимум во вторник, отправим электронные сертификаты об вашем участии. Вот. Ольга Сергеевна, вам большое спасибо, хорошего вам остатка дня. Я прощаюсь с вами, до следующего раза. Вторая встреча у нас с вами произошла, и произошла, мне кажется, достаточно успешно, это было полезно всем участникам. И как только мы определимся с вами с третьей темой, встретимся еще раз. Я надеюсь, это будет также Обязательно. весной. Все, тогда всего доброго, до свидания вам. До свидания.